эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Жители Якутии оказывают гуманитарную помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Итоги за прошлый год о ходе исполнения госпрограммы по развитию арктической зоны республики и коренных малочисленных народов Севера подвели в Ил-Тумене. Молодежный фестиваль «Мусустар» пройдет в Якутске в марте этого года. В Якутске организован сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Каждый желающий якутянин может протянуть руку помощи и оказать добро нашим соотечественникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сегодня в пункте задействовано более 10 добровольцев, организовано дежурство членами Общественной палаты добровольческими организациями. Помощь оказывают обычные горожане и предприятия. Пункт работает каждый день с 10 до 8 часов вечера по адресу Орджоникидзе, 10. Независимо от ситуации в стране, нужно делать добрые дела. Потому что это гражданский долг. Важно, что есть люди, которые в нужде. Мы работаем с центром давно. Регулярно поставляем и одежду ребятам, и антисептики, перчатки, потому что они работают с малосемейными, с пенсионерами. И с 2020 года мы активно работаем с волонтерским центром, сами являемся волонтерами. В Ил-Тумене состоялся правительственный час о ходе исполнения госпрограммы по развитию арктической зоны республики и коренных малочисленных народов Севера. На ее реализацию в прошлом году направлено 249,5 миллионов рублей. Фактическое освоение составило 240 миллионов рублей или 96%. По проекту «Местные кадры в промышленность» трудоустроен 371 человек из числа жителей северных арктических районов, в том числе 232 человека – это молодежь до 35 лет. 269 человек трудоустроено вахтовым методом на сезонные работы. Кроме этого, на развитие предпринимательской инициативы в качестве материальной помощи были выделены средства 15 гражданам. По земскому доктору и фельдшеру выплаты получили 117 медицинских работников. В арктическую зону было направлено 28 врачей и 10 фельдшеров. В этом году запланировано 54 врача и 9 фельдшеров. Появилась новая программа «Дети Арктики». Дети Арктики должны летом выезжать в центральные районы, регионы, отдыхать. Это программа совершенно новая и, конечно же, даст большой такой настрой, хороший настрой к оздоровлению детей. И мы видим по сегодняшнему отчету, как промышленность более внимательно относится к проблемам тех территорий, где они работают. С улучшением обстановки с COVID-19 готовятся изменения в указ главы Якутии. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балапкина в ходе брифинга об эпидобстановке. За минувшие сутки зарегистрировали 950 новых случаев коронавируса. Из них около 26% – это 251 случай в столице республики. На настоящий момент достаточно высокий уровень коллективного иммунитета, чуть больше 70%. Это позволяет сохранять достаточно стабильную обстановку. Ольга Балапкина призвала соблюдать все действующие ограничительные меры для защиты здоровья и недопущения распространения вируса. На 28 февраля 2022 года, на конец февраля, лечение в стационарах у нас получают 8,8% больных, в амбулаторных условиях 91,2%. Все больные, которых мы лечим в амбулаторных условиях, в основном заболевания проходят в легкой форме, что нельзя сказать о больных, которые находятся в стационарах. Необходимо обратить внимание, что большинство находящихся в стационарах связаны со штампом Дельта, который вызывает тяжелые формы заболевания. Все тяжелые случаи заболевания, которые зарегистрированы, они зарегистрированы у невакцинированных больных.
Более 7 тысяч воспитанников Дворца творчества детей сейчас занимаются в кружках в очном формате. На традиционную форму доп. Образования перешли ровно неделю назад поэтапно. Сперва открылись танцевальные, вокальные и прикладные кружки, а с сегодняшнего дня дети приходят на кружки английского языка и математики. Очные занятия проводят четко соблюдая санитарные требования, то есть на каждый кружок допускается максимум 15 детей. Очный формат все-таки очень нужен детям, потому что, наверное, наряду с безопасностью детей надо обязательно смотреть, чтобы у них не ограничивались возможности для развития. Потому что именно в очном формате дети здесь занимаются и не только развиваются, но и учатся общаться с другими детьми, коммуницировать. А это очень полезно затем уже во взрослой жизни. Креативных лидеров региона выберут в рамках сотрудничества представителей Федерации креативных индустрий и Корпорации развития республики. Якутия – третий регион страны, где проведут такое исследование среди не менее 200 лидеров мнений и экспертов 11 индустрий, значимых для экономики нашего субъекта. Участники отберут кандидатов по следующим критериям: стремление и способность создать общее видение развития в своей категории, поиск и использование новых методов, высокие профессиональные стандарты. Результаты опубликуют уже весной этого года. Сам проект позволяет выявить через экспертный опрос тех людей, от которых в первую очередь зависит рост различных индустрий. Понятно, что нам нужно будет очень сильно сориентироваться на внутренний спрос, на внутреннее производство, и поэтому понимать, у кого, что называется, в руках наилучшие позиции по различным направлениям, это возможность как раз правильной кооперации. И на сегодняшний момент, собственно, тот проект, который мы делаем, мы видим, что это всегда то, что действительно имело наибольший эффект влияния на свои сектора. И, соответственно, только с такими людьми мы можем что-то построить. Якутия вошла в число финалистов Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards в номинации «Территория гастрономического туризма». Престижная премия вручается по итогам 2021 года, а по 15 номинациям и направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и продвижение индустрии гостеприимства. В конкурсной, деловой и выставочной программе финала премии приняли участие представители 32 регионов страны. По итогам публичных презентаций Якутия стала лауреатом второй степени, а регионом-победителем названа Ростовская область. Посмотрите, как людям вкусно. Якутия была представлена как регион, обладающий огромным потенциалом в сфере развития гастрономического туризма. Мы рассказали о таких направлениях, в рамках которых туристы смогут посетить республику и ознакомиться со всем многообразием якутской национальной кухни, в том числе о национальном празднике Исэх и ежегодном гастрономическом фестивале «Вкус Якутии». Кульминацией презентации стали зрелищное строгание и дегустация строганины из якутского озерного чира от ресторатора Лукина Иннокентия. Молодежный фестиваль «Мусустар» уже стартовал в районах Якутии. В Якутске он пройдет 25 и 26 марта. Цель фестиваля – предоставить молодежи республики и Дальнего Востока возможности для личного развития и самореализации в разных сферах деятельности, таких как кинематограф и искусство, фэшн, бизнес, спорт, музыка, танцы, мультипликация, журналистика. И в этом году добавилось 2 направления – молодой ученый и ESG-экология. Также стали известны хедлайнеры фестиваля. Это Егор Дружинин, Клава Кока, кинорежиссер Алексей Учитель, директор киноиндустрии «Союзмультфильм» Борис Машковский. Также будут известные блогеры, предприниматели и журналисты. Ведущими фестиваля стали Дмитрий Красилов, ведущий канала Муз-ТВ, Михаил Башкатов и Антон Камолов. В дальнейшем список хедлайнеров пополнится самыми известными личностями международного уровня. В этом году мы отдельные квоты дали для всех районов республики. Ребята с прошлой недели уже начинают проводить свои фестивали по разным трекам.
кто-то охватывает все 12 треков, кто-то 5-6 по своим возможностям. И по квоте они будут приезжать. Будут отобраны самые достойные, талантливые и, скажем так, позитивные молодые люди со всех районов республики. Они в целом будут работать здесь целых 2 дня. Поэтому как бы 2 раза у нас повышается работа, расширяется, можно сказать, чем в прошлом году. Любители горнолыжного спорта проверили на готовность новый инфраструктурный объект «Горнолыжный склон» с подъемным механизмом, который ввели в строй в Алдане. Официальное открытие склона состоялось в минувшие выходные. На празднике спорта побывали и наши коллеги. Город Алдан теперь по праву можно назвать столицей лыжного спорта Якутии. К уже знаменитым лыжным и биатлонным трассам здесь прибавился горнолыжный склон. Его разработка началась в конце 2016 года по инициативе Центра спортивной подготовки по зимним видам спорта. Идею поддержал глава района и местные производственные предприятия, которые способствовали появлению спортивного объекта. Поздравляю всех с этим радостным и долгожданным событием. Уверен, что это послужит дополнительным стимулом в развитии как массового спорта, так и внутреннего туризма в районе. Склон получил имя «Селигдар», а вместе с брендом солидного попечителя, который будет помогать и продвигать горнолыжный объект. Накануне было подписано соглашение о партнерстве между Центром спортивной подготовки по зимним видам спорта и золотодобывающей компанией «Селигдар». Это называется «Селигдар» в первую очередь, потому что они приняли максимальное участие в строительстве этого спуска, а во-вторых, они теперь будут шефствовать над этим склоном, над этим комплексом. В планах развития этого комплекса установка бэби-лифта, детских горок для тюбинга и некоторые инфраструктуры для проката и так далее. Да, мы будем тут все время присутствовать и будем понимать, что происходит. И если какие-то тут будут темы с развитием связаны, мы будем участвовать обязательно. Вы как относитесь к горнолыжному спорту? Сами катаетесь? Ну, на самом деле, наверное, уже время мое прошло катание. Но, тем не менее, я поддерживаю 100%. Для города это очень важный объект, считаю, тем более для нашего зимнего места жизни. Поэтому это очень правильно. Я думаю, что тут последствия будут, и спортсмены у нас будут, и призеры, я не знаю, олимпийский чемпион. Горнолыжный склон представляет собой спуск длиной 650 метров, имеет механический подъемник и предназначен для учебно-тренировочных целей. Учиться кататься на горных лыжах здесь смогут как взрослые, так и дети, что, безусловно, популяризирует горнолыжный спорт в массах. Профессионалы и любители горнолыжного спорта оценили подготовку склона и получили незабываемые эмоции. Склон классный, очень скользкий, скорость хорошая. Подъем тем более, скорость рассчитана вообще хорошо. Как бы удобство на высоте. Классный склон. Спортивный объект введен в эксплуатацию и уже этой весной привлечет внимание туристов и любителей горнолыжного спорта. Как говорят лыжники, вкатка уже дала результат. Места в гостинице Алданского центра по зимним видам спорта уже полностью забронированы на март-начало апреля. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. К этому часу у меня вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий.